Гимназия, известная своим высоким уровнем образования и стремлением к внедрению передовых методик, стала идеальной площадкой для открытия школы креативных индустрий. Здесь уже создана прочная база для качественного образовательного процесса. А теперь она пополнится новыми специализированными пространствами и оборудованием, ориентированными на развитие творческих навыков. Торжественное открытие школы креативных индустрий на базе детской художественной школы Назрани прошло при участии заместителя председателя правительства Ингушетии, министра образования и министра культуры, что подчеркнуло значимость события для региона. Большие возможности перед нами открываются. Такого оборудования, таких возможностей в наше время не было. Поэтому прошу вас отнестись к выбору студии со всем пониманием, со всей ответственностью. После приглашенные гости, сопровождаемые руководством гимназии и кураторами проекта, прошли по всем классам и лично ознакомились с условиями, созданными для развития юных талантов, оценили потенциал школы. Каждый кабинет представляет собой не просто аудиторию, а настоящую лабораторию для творчества, оснащенную по последнему слову техники. Особый интерес уделили соответствию образовательным стандартам, оснащению техникой, культурно-творческому потенциалу и инновационности. Но обычно люди, которые этим занимаются, они уже одержимы какой-то идеей, и они практически дизайн. В основном, да, вот все держится на энтузиазме и желании. Открытие школы креативных индустрий стало возможным благодаря реализации проекта «Придумано в России», который запущен в 2021 году с целью развития креативных индустрий в нашей стране. Мы живем в 21 веке, мы знаем то, что внедряются новые технологии, уже потихоньку внедряется искусственный интеллект, и те условия, та площадка, которая была создана сегодня на базе нашей школы, благодаря Министерству культуры Российской Федерации, это нам дает толчок в развитии будущего. Все оборудовано самое современное по последним стандартам, поэтому сил и ресурсов было очень много сюда вложено. Сегодня командой главы ставится следующая задача – создать лучшие условия для нашего подрастающего поколения, для нашей молодежи. И сегодняшнее открытие данной школы – это один из тех шагов, который создается для качественного и доступного образования Республики Ингушетия. Школа креативных индустрий расположилась на 2 этажах в Назрановской гимназии. Здесь создано 6 студий по различным направлениям: электронная музыка, дизайн, 3D-анимация, интерактивная технология, фото-видеопроизводство и другие специальности, которые сегодня востребованы на рынке труда. Всему этому смогут обучиться дети с 5 по 11 классы абсолютно бесплатно. Программа обучения предусмотрена на 2 года. Я бы очень хотела заниматься в сфере дизайнерства, а также в фотостудии бы хотела бы заниматься. Раньше у нас не было такой возможности, можно было только заниматься онлайн. Сейчас в моей школе это открылось, и я буду стараться как можно чаще приходить сюда. Среди множества направлений, предложенных в школе, особое место занимает 3D-моделирование. Этот современный и востребованный вид искусства и технологий открывает перед учащимися безграничные возможности для воплощения самых смелых идей в трехмерном пространстве. У меня есть опыт с программированием, также я занимаюсь робототехникой. Сейчас я хочу продвинуть новый навык 3D-моделирования. Я смогу работать так, как и офлайн, и онлайн. Я смогу работать, если я буду и в колледже, и даже не обучившись на какую-то специальность, у меня будет опыт с 3D-моделированием, я смогу создавать мультфильмы, игры и так далее. В специально оборудованном классе дети смогут изучить основы 3D-моделирования, освоив такие аспекты, как работа с программным обеспечением, основы моделирования, основы анимации и 3D-печать. Они смогут создавать мультики, они смогут создавать 3D-модель для игр, они смогут устраиваться в компании и работать на компании в сфере разработки игр, в сфере разработки мультиков, в сфере разработки каких-то небольших анимаций условно. В Ингушетии 2 года назад уже открыли первую такую школу в Магасе. Она предлагает обучение для тех, кто стремится к углубленному изучению театрального искусства, кинематографа и смежных креативных направлений. Там ведется подготовка по специальностям, требующим профессионального подхода и высокого уровня мастерства. Это, в принципе, возможность для молодежи получить какую-то специальность, уже выйдя со стен школы. Они могут уже работать, и это дает огромные возможности для последующего роста. Причем ребенок, находясь в стенах общеобразовательного учреждения, он уже может определиться с тем, что ему интересно в жизни, и получить очень востребованную профессию.
Мы рады, что у нас это получилось, и 2 года предыдущих показали о том, что это достаточно такой оптимистичный ход и вклад в будущее, поэтому вот вторая школа в Назрани, и мы еще планируем открыть и в Малгобеке и в Сунже на следующий год. В школе креативных индустрий уже изъявило желание обучаться большое количество ребят. На сегодняшний день набрано 6 групп, в каждой по 11 человек. Особое внимание уделено также вопросу привлечения к работе высококвалифицированных специалистов, которые станут наставниками для юных талантов. В IT достаточно большой есть опыт, но конкретно здесь нам придется всем вместе развиваться, потому что, в принципе, в VR не так уж и много, к сожалению, есть как бы источников информации, скажем так. И здесь многое нужно изучать самостоятельно. Поэтому здесь уже у нас кабинет оснащен очень мощным оборудованием, программами, и будем развиваться вместе. Открытие школы креативных индустрий – это не просто создание новых классов. Это стратегически важный шаг, направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи, предоставление возможностей для самореализации и профессионального роста одаренных детей, которые смогут обучаться самым востребованным профессиям 21 века. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз, 24.